Ну и снова здравствуйте, друзья! На этот раз я хочу вам показать, как правильно делается сушеная рыба, а именно плотва. Где-то зовут ее сорогой, у меня была раньше плотва, так и до сих пор я зову плотвой. Момент засолки в принципе такой же, только единственное, опять же, чешую не снимаем с рыбы и не разделываем, так же как ерша, потому что летом такое не пройдет, но зимой здесь кишков в плотве почти нету, так что сушим ее с кишками прям. Солилась она где-то 5-6 дней, не больше. Солили с расчета на килограмм рыбы 2 столовые ложки с горочкой. Ну, можно 3 даже, потому что с чешуей есть крупные экземпляры, вон такие довольно-таки хорошенькие экземпляры. Можно 3, хуже не будет. Вот. Солим так, чтобы в рассоле все было. Вот рассол остался такого розового, красно-розового цвета. Пахнет приятно, чтобы рассол покрывал полностью рыбу. Вот. Просолилась. Дадим стечь немного рассолу. В деревне у нас, конечно, есть проволока алюминиевая, она очень удобно сушить. Если у кого есть медная, можно на медную вот так вот делать. Проткнул одну плотву, проткнул вторую. Через глаза я делаю. И тут перевязал. Там у меня специальные крючки есть, но, к сожалению, здесь в поселке у меня их нет. Все, готово. И потом я буду развешивать их на батареях отопления. Вот прямо так. Вот так она будет у меня. Сейчас немного стечет от основной рассол, чтобы не капало. Ну а потом развешу и еще вам покажу, как это выглядит в развешенном виде. Как только она подвялится, ее можно уже просто в картонную коробку. Ну, у нас как бы улов не так-то и большой. Я думаю, она разойдется очень быстро, так что долго висеть не будет. Главное не пересушить, чтобы она не была вот вообще такая. Кому-то такая нравится, мне не очень. Мне такая подвяленная больше. Плотва с икрой, так что жир, икра, все внутри остается. Рыба сохраняет аромат, вкус свой получается. И намного вкуснее, чем вот так разделать. И она потом вот так расщепирится, и она будет там сухая. Не очень. Вот так вот засаливать и подвяливать самое то. Ну что, это видео еще не заканчивается. Включусь, сделаю продолжение после того, как развешу, ну а потом как подсохнет. И в итоге сделаю окончательное видео. Так что не выключаемся. Ну а несколько рыбин мы сделаем вот таким образом. Не в глаз, а хвостовой плавник. Дабы чтобы весь рассол стекал через жабры, через рот, с живота. Остатки рассола, чтобы стекли, видите, вот капает так лучше. Я считаю, что вот таким макаром даже получше будет. Напишите в комментариях, кто как считает. Вот один способ такой. Рыба вниз головой. В основном мы так сделали. А второй способ вот такой. Рыба через глаза. Пишите, кто считает как правильно. Все это скоро будет, когда лишняя влага уйдет. Развесим прямо на батарею отопления, пока есть отопление. И скоро будет вкусняшка. Не хватит, а? Надо Подожди, сынок. Вот очередной этап приготовления вяленой рыбки. Все, что сделали связочки, повесили в ведро, чтобы... Ну, белый просто наелся. И спит. Когда тоже ты наедаешься, они всегда спят. Все верно, сынок. Вот стекает лишний рассол, чтобы не капать в дальнейшем сушилке. Вот такая вот картинка у нас. Так, идет очередной этап приготовления вяленой рыбы. Плотва денек повисела над ведром, стекла вся вода, весь рассол стек. И теперь ее слегка подвяленную повесили вот в комнату сушилку. Вот такая у меня сушилочка здесь. Сохнет вся одежда. Специально такая комната есть.
Тут батарея отопления проходит. Вон можно сколько развешать. Они и снизу там все. Здесь. Все. Теперь она будет дальше сохнуть, вялиться. Итак, как вы видите, наша плотва готова к употреблению. Вкусно. Но все-таки немного надо еще подсушить. Ленка, ну-ка давай ты зацени. Иди, подойди. Зацени. Вон. Папа высушил рыбу. И скажи, попробуй. Вкусно это или нет? Попробуй. Ну, зацени. Ну скажи зрителям канала Коми Рыбак. Да, очень вкусная сушеная рыба. Устами младенца глаголит истина. Генке понравилось. Так что мы будем сушить рыбу по такому рецепту. Все-таки рыбу надо будет немного подвялить. Потому что вот само мясо подсохло, а икра еще сыровато. Так что 3 дня сушки маловато. Вешаем еще на пару дней и посмотрим, что у нас получится. Как-то вот так. Друзья, вот этот продукт уже готовый к употреблению. Плотва у нас подсохла за 3 дня. Все отлично, все хорошо. Попробовал на вкус, что за хвост вешал, что за голову. Никакой разницы. Все прекрасно, все хорошо. Рыба вот такая, просто супер. Так, завершающие кадры. Жарится картошка. Вот у нас остатки рыбы. Это то, что уже осталось. Пока она сохла, уже снимали пробу. И вот уже, наверное, половины точно нет. Половины точно нет. Сейчас мы снимем пробу. Ну и вот, все готово. Пенный напиток. И наша рыбка. А теперь будем снимать пробу. Приступаем к самому интересному, снятию пробы. Так, выбираем самую крупную, ну, не самую крупную, конечно, но одну из крупных плотвичек. И будем сейчас пробовать. Выбираем плавники, выбираем голову и смотрим. Все, шкурка отходит хорошо. Еще эти плавники. Рыба у нас подсохла. Все. Так, все готово. Смотрим, повезло ли мне с икрой. С икрой мне повезло. Вот такая вот икра. Пузырь, кто-то ест пузырь, конечно, я что-то его не очень. Кто-то его там поджаривает на зажигалке, я видел. Говорят, вкусно. Мне лично я пробовал, не понравилось. Вон. Убираем кишки. Кишков-то вон всего только. У зимней плотвы кишков вообще нет практически. Только небольшая пленочка и все. Летнюю в кишках я бы не рискнул засолить. Вон, готовая икра. Все готово. Ну что, друзья. Дело сделано. Рыба просушилась. Можно снимать. Приступаем к самому ответственному моменту. За ваше здоровье, друзья.
вкусно. Икра, соль в норме, все четко. Обалденно. Друзья, это что-то с чем-то. Больше ничего не надо. Даже плотва, приготовленная вот таким способом, становится очень-очень вкусным. Мне кажется, только плотва в таком виде вкусная. Не знаю, как другая рыба, но другую рыбу я вот так не стал делать. А для плотвы... Для плотвы это очень вкусно. До свидания, друзья. И до новых встреч. Теперь уже на реке. Пока.